Россия – это огромная и прекрасная страна. Каждый ее регион уникален и интересен. И арктическая зона России – не исключение. Российская территория Арктики начинается с земли Франца Иосифа на северо-западе и простирается до островов Врангеля и Геральт на востоке. Это около трети всей площади океанского дна и недр подводных районов, которые находятся под суверенитетом России. То есть это около трети всей площади арктического шельфа. Российские арктические территории регулируются федеральным законодательством и активно используются в экономических целях России. Кроме того, по территории арктической зоны России проходит Северный морской путь и Северный воздушный мост, связывающий Азию и Северную Америку. Сегодня Арктика открывает новые страницы в истории своего развития. В арктических регионах России идут интенсивный поиск и разработка новых месторождений газа, нефти и других минерально-сырьевых ресурсов. Строятся крупные транспортные энергетические объекты. Российская государственная компания «Роскартография» подготовила уникальный научный труд «Фундаментальное картографическое и научно-справочное издание «Национальный атлас Арктики». Выполнен в лучших традициях отечественной картографической школы, прекрасно оформлен и иллюстрирован, имеет твердый переплет с тиснением, содержит почти 500 страниц комплексной актуальной информации об арктической зоне России. Атлас находится в фондах Национальной библиотеки Республики Коми и предназначен для широкого использования в научной, управленческой, оборонной, хозяйственной, образовательной и общественной деятельности. Объектом картографирования в Национальном атласе Арктики выступает территория арктической зоны Российской Федерации во всех аспектах ее становления и развития. Основная часть содержания атласа представлена новыми картографическими сюжетами различной тематики. Это богатейший материал, более 340 карт. Картографирование труднодоступных северных земель было сопряжено с огромным риском. Начиная с середины 15 века путешественники открывали новые территории Арктики и наносили их на карты. В 20 столетии с развитием авиации появилась аэрофотосъемка, а в распоряжении современных картографов возможности космической съемки. В настоящее время на картах ледовитого континента не осталось белых пятен. Помимо карт, в издании справочные сведения, тематические статьи и значительный объем фотографий, схем и космических снимков. Для удобства читателей терминологические и географические словари. На страницах атласа много полезных и интересных фактов, которые может подчеркнуть человек, далекий от науки. Атлас включает в себя 22 тематических раздела, охватывающих все аспекты, характеризующие российскую арктическую зону как среду обитания и жизнедеятельность человека. Самый первый вводный раздел дает представление о мировой Арктике в целом и специфике арктической зоны России, характеристику каждого субъекта, входящего в эту зону. И вот интересные факты. Впервые статус земель, расположенных в Российской Арктике, определен в ноте МИД Российской империи в 1916 году и закреплен в 1926 году Советским Союзом. И сейчас российский сектор, крупнейший в Арктике, это территория более 9 миллионов квадратных километров. В арктическую зону Российской Федерации входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха-Якутия, города Норильска, 2 районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области и также 5 районов Республики Карелия и Костомукшского городского округа. Кроме того, к российской арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.
В этом же разделе история освоения развития Арктики. Археологи считают, что первые люди появились за полярным кругом около 30-40 тысяч лет назад. Славяне же пришли на побережье северных морей в X-XI веках. Первые упоминания о путешествии за полярный круг посадника Улеба из Великого Новгорода упоминаются в летописи 1032 года. Того же лета Улебе иди на железные врата из Новогорода, и вспять мало их возвратишися, но мнози тами погибоша. Поход Улеба был первым морской экспедицией от побережья Белого моря к проливу, ведущему в Красное море. Постепенно переселявшиеся новгородцы основали Поморье. Первый русский заполярный город Пустозерск был основан в низовье Печоры в конце XV века. Он просуществовал до 1960-х годов. Находился в 20 километрах от нынешнего Нарьян-Мара. В 1584 году основан Архангельск, главный русский порт на европейском севере России, вплоть до XX века. Из Пустозерска уходили северные экспедиции. В атласе можно проследить все значимые арктические экспедиции и географические открытия. Полный обзор истории, заселения и освоения полярных областей вплоть до 2015 года. По последним данным, почти 90% современного населения Арктики проживает в городах. Следующие разделы, такие как геологическое строение, рельеф, эволюция природной среды и климат, дают подробную географическую и климатическую характеристику Арктики. Арктический регион богат разнообразными полезными ископаемыми, и в первую очередь газом и нефтью. В Арктике расположено около 22% мировых неразведанных ресурсов углеводородов, а это 13% нефти, 30% природного газа, 20% газоконденсата. Здесь добывается 10-я часть общемировых объемов нефти и 4-я часть природного газа. В российском секторе сосредоточено 80% всей арктической нефти, практически весь газ. Здесь находятся месторождения угля, драгоценных, редкоземельных и цветных металлов, алмазов. На учете государственного баланса состоят 702 месторождения по 23 видам металлических и неметаллических ископаемых. Порядка 20 месторождений каменного и бурого угля. Раздел «Ресурсы недр» дает подробное представление о минерально-сырьевых ресурсах, в том числе на континентальном шельфе. О Северном Ледовитом океане, о его морях и морских побережьях, о многочисленных островах, льдах, снежном покрове в следующих 5 разделах. Интересные факты. Северный Ледовитый океан менее соленый, чем любой другой, благодаря ледникам, осадкам и стокам рек. Толщина однолетних льдов в Арктике достигает 1,5 метра, многолетних – до 3-4 метров. Для сравнения, наши северные реки промерзают от 40 до 80 сантиметров. В арктической зоне своя уникальная природа, включающая более 20 тысяч растений, животных, грибов и микроорганизмов. В Арктике сосредоточено более 25% видов отряда лососеобразных рыб, 12% видов лишайников и 6% видов мхов. Здесь обитают дикие северные олени, зайцы-беляки, полярные совы, крачки, волки, песцы, белые медведи, снежные бараны, овцебыки и лемминги. К морским обитателям Арктики относятся моржи, тюлени и несколько видов китообразных – касатки, белухи, нарвалы и усатые киты. Живой природе Арктики, экологическим проблемам посвящены следующие разделы. Интересные факты. Символ Арктики – белый медведь большую часть жизни проводит в странствиях по дрейфующим льдам в поисках пищи, является одним из самых крупных наземных хищников. Для их популяции серьезную угрозу
представляет постоянное таяние льдов и браконьерство. Только коренным народам, живущим на побережье Северного Ледовитого океана, разрешена по специальной квоте охота на белых медведей, а также на китов, нерп, моржей. Из их шкур жители шьют обувь и одежду. Интересные факты. Обувь из шкуры старого моржа или нерпы выдерживают походы по сланцевым почвам, которые не выдерживает никакая современная высокопрочная каучуковая подошва. В разделе «Население. Культура» информация о демографической ситуации коренных народов, о миграции населения. Хорошо видна контрастность развития регионов от почти первобытного хозяйства и кочевания до современных городов. Самая благоприятная демографическая ситуация складывается в Ямало-Ненецком автономном округе. В разделе «Культурное, духовное и природное наследие» сведены воедино все части арктического наследия. Это заповедник Соловки и музеи, следы полярных экспедиций и становищ, полярные станции, заказники, памятники природы. Следующие разделы посвящены экономике региона, природным и техногенным рискам, актуальным проблемам территории с высокой степенью загрязнения. И завершает атлас уникальные данные, демонстрирующие изучение и картографирование Арктики с помощью снимков с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Арктика является важнейшим стратегическим элементом внутренней и внешней политики всех приарктических государств – Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США. Кроме того, усиливается экономический интерес к этой зоне со стороны неарктических государств. Это Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Испания, Великобритания, Китай, Италия, Япония, Корея, Сингапур, Индия. В разделе «Арктика. Зона международного сотрудничества» отражены стратегические приоритеты России и Арктики и возможности сотрудничества с другими арктическими странами. Итак, если подвести итоги, сегодня Арктика – важнейший для экономики России регион с колоссальными запасами нефти, газа и другими полезными ископаемыми, а также с гигантскими запасами пресной воды. Растительный и животный мир Заполярья удивителен и неповторим. У коренных народов самобытная культура и традиции. Арктика быстро развивается, появляются современные промышленные объекты, создается транспортная инфраструктура. Регион имеет огромное геополитическое значение. Ведется борьба за территории. Это зона стратегических интересов разных стран. Национальный атлас Арктики собрал воедино все знания об особенностях региона. И, как отмечают создатели, это некий общий формат, который будет полезен и как справочный материал. Издание пригодится и для принятия государственных решений, и для ученых, а также для использования в высшей, средней, начальной школе. И на вопрос «Какая ты Арктика?» вы сможете ответить, и если воспользуетесь возможностью познакомиться с этим замечательным научно-справочным изданием в стенах нашей библиотеки, и будем рады видеть вас по адресу Советская, 13.